Наш эфир продолжает брифинг по эпидобстановке в республике. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Текущая эпидситуация. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается, к сожалению, напряженной. На настоящий момент выявлено за сутки 150 новых случаев новой коронавирусной инфекции. При этом достаточно серьезной сегодня представляет собой обстановка в городе Якутске, где выявлено 85 случаев. 7 случаев выявлено в Мирнинском районе, по 6 случаев в Момском и Чурапчинском, 5 случаев в Амиконском районе, 4 случая выявлены в Еренгринском, Сунтарском и Усть-Алданском. В остальных районах, я думаю, что, наверное, практически во всех районах республики за сутки выявлено по 3-2 и одному случаю новой коронавирусной инфекции. Учреждениями здравоохранения и управлениями Роспотребнадзора на местах осуществляются мероприятия, направленные на изоляцию контактных лиц и лечение тех лиц, которые у нас непосредственно оказались не только выявлены по коронавирусной инфекции, но и, соответственно, с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Лабораториями республики проводятся за сутки проведено 3632 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, в республике проходит непосредственно вакцинация. На настоящий момент вакцины во всех учреждениях здравоохранения республики достаточно, с учетом того, что ситуация, связанная с вылетами на территории республики и с улучшением самой по себе пожароопасной ситуации улучшилась. И, соответственно, мы смогли вывести в том числе вакцину по тем улусам, задержка по которым улусам у нас была. На настоящий момент в республику поступило 381 955 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. От имени оперативного штаба республики я хочу поблагодарить авиакомпанию «Якутию», авиакомпанию «Алросы» за четкие слаженные действия по доставке вакцины на территорию нашей республики для того, чтобы непосредственно все-таки всем вместе бороться с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня первую вакцину у нас получили на территории республики 302 662 человека. В целом использовано вакцины 79,7% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Количество вакцины, поступившей сегодня в республику, действительно является достаточно большим для того, чтобы сегодня еще более усилить темпы вакцинации, которые проходят на ее территории, и защитить наше население от распространения новых штаммов коронавируса и вообще коронавируса в целом. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент действительно койки, которые у нас существуют и развернуты на территории республики, как в городе Якутске, так и в районах. Непосредственно больницы наши заполнены, резерв коек есть для того, чтобы непосредственно дальше продолжать прием граждан, которым положена госпитализация, продолжается и амбулаторное лечение граждан нашей республики. Скорая помощь отслеживается по вызовам, практически мониторятся вызовы каждый день. Соответственно, на настоящий момент мы вновь перешли в режим круглосуточного отслеживания ситуации по приему больницами больных новой коронавирусной инфекцией. Необходимо обратить внимание, что для нас сейчас главным – это увеличение темпов вакцинации и прежде всего защита наших детей. Через некоторое время начинают у нас работать детские сады и школы. В организованных коллективах детей должна быть организована вакцинация от гриппа. Сегодня состоялось заседание Республиканской санитарно-эпидемиологической комиссии, на которой были определены как объемы, так и порядок и время вакцинации ребятишек от гриппа. Начнем мы вакцинацию от гриппа с детей, а затем непосредственно подойдем к вакцинации от гриппа и к взрослому населению. При этом, соответственно, ожидаем мы сегодня методическое разъяснение Роспотребнадзора по тому, какая разница должна быть во времени от прививки от коронавируса и гриппа. И соответствующую дополнительную информацию в данном направлении вам дадим.
Уважаемые жители, особенно города Якутска, обращаю ваше внимание, что указом главы республики, и сегодня мы это еще раз будем рассматривать на заседании оперативного штаба исключительно по вопросам города Якутска. Сегодня он у нас состоится в 4 часа. Дополнительную информацию мы дадим. Продолжают действовать, по которым несовершеннолетние дети не вправе находиться в больших торговых центрах одни без взрослых. Значит, должен соблюдаться масочный режим, должны соблюдаться требования к расстояниям в наших точках общепита. И, конечно же, обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения мер безопасности и самоизоляции в случае, если вы почувствовали определенного рода недомогание. Спасибо. Напомню, это был брифинг по эпидобстановке, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Строительство жилья для пострадавших жителей села Бяскёль. В горном районе забивают первые сваи для нового дома. Оздоровительные мероприятия и специальная программа реабилитации. Дети пострадавших районов от природного бедствия отправились в лагеря. Новые объекты здравоохранения и капитальный ремонт Максоголовской больницы. Расскажем об обновлении больницы и амбулатории Хангаласского района. А в эти минуты глава региона Айсен Николаев находится в селе Бяскёль и контролирует работы по прокладке первых свай первого дома. Там сейчас работает наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дмитрий, здравствуй. Расскажи, какие работы сейчас проходят на строительной площадке и какие прогнозы у строителей по поводу возрождения микрорайона Кыскил. Коллеги, здравствуйте. Вот сейчас мы едем в машине на строящуюся площадку, где сегодня возводятся сразу несколько многоквартирных домов. Это у нас частный сектор будет. Мы сейчас вам покажем, где, получается, проложили первые сваи. Мы вот буквально подъезжаем сюда. Я попрошу водителя сразу подъехать к сваям. Также я хочу вот сказать, окно открываю, тут можете посмотреть, это у нас место, где было попелище. Здесь сейчас уже полностью все убрали. Вот. И сегодня состоялось событие, долгожданное событие для жителей села Бяскёль. Здесь проложили первые 9 свай будущего частного дома. Сейчас водителя попросим остановиться, и мы сейчас выходим. Как вы можете здесь наблюдать, здесь идет вот непосредственно строительные работы. Получается, сваи с оператором еще поближе приближимся. Это получается сваи здесь не как обычно железобетонные. Это получается здесь такой труба, куда будет заливать в будущем бетон. На этом месте в скором времени появится одноэтажный частный дом, который будет иметь 40 квадратных метров. А в целом, по словам руководителя Министерства строительства, здесь в этом микрорайоне появятся частные дома по квадратуре, начиная от 40 до 150 квадратных метров. Сегодня на этой площадке поработал глава региона Айсен Николаев. Он здесь провел, послушал небольшой доклад о лесопожарной обстановке в горном районе, а также поговорил с жителями этого микрорайона, где он сообщил, что глава государства Владимир Путин дал добро на строительство на территории этого села, многофункциональный центр и школы. Давайте послушаем, что он сообщил во время пресс-подхода. Уверен, что дома, которые здесь у нас будут построены, тоже будут отвечать самым высоким требованиям с точки зрения теплостойкости, экологичности,
комфортности для проживания. Дома абсолютно все разные, разнотипные, от 40 квадратных метров до 140 квадратных метров, как раз по той квадратуре, которая была у людей до пожара. При этом, конечно же, будет все улучшено, будут дома все полностью благоустроены, септиками, будет подводиться электричество, газ. В целом, по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина, мы уверены, что в ближайшие годы здесь будет построена новая школа и новый многофункциональный центр культурно-спортивный. Такого объекта здесь в селе вообще никогда не было, а школа здесь деревянная, ветхая. И, конечно, жители очень рады, что село Бескёль восстановится и станет еще лучше, еще краше. Уверен, что уже установлены сроки. К 15 октября мы людей жильем здесь, в селе Бескёль, обязательно обеспечим. Ну, а этот первый объект здесь появится, то есть коробка данного частного дома появится здесь буквально через 1,5 недели. Здесь мы сможем увидеть уже коробку этого дома. Но хочется напомнить, что здесь дома строятся по новой технологии. Более подробно об этом нам сегодня рассказал министр строительства Павел Колотчанов. Давайте послушаем. Практически завершена расчистка территории, завершается вертикальная планировка. С утра сегодня техника подъехала. Как вы видите, приехал пиломатериал, приехали сваи. Уже с 8 утра на площадке начаты работы по установке первых свай. И сегодня думаем, что максимально отработаем так, чтобы вот тот материал, который приехал, уже был смонтирован. И как вы видите, начались работы по установке фундамента, поступили домокомплекты. Компания «Алмаз» домокомплекты будут отгружать по мере готовности. Вот первые домокомплекты уже здесь. И считаем, что на следующей неделе они уже начнут монтироваться. Ну, а мы сейчас хотим в конце вам показать то, что сегодня утром здесь, в село Бескёль, подъехали первые домокомплекты первых 3 домов, которые здесь сегодня начали возводиться. Ну, а мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь вместе с нами. На этом у меня все. Благодарю, Дмитрий. Будем надеяться, что новое жилье для погорельцев будет сдано и построено в срок. Напомню, с нами на связи был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Этой ночью 70 детей вылетели во Всероссийский детский центр «Океан». Это дети из пострадавших от лесных пожаров районов республики. 19 детей из Горного района, из Намского, Усть-Алданского и Хангаласского района по 9 детей и по 8 детей из Татинского, Мегино-Кангаласского и Чурапчинского районов. Других детей также ждут вылеты и в прочие детские центры. Так, 25 и 26 августа 56 детей в возрасте от 7 лет отправятся в Артек, а 1 сентября 70 детей в возрасте от 11 лет поедут в Орленок Краснодарского края. Сегодня мы отправляем наших детей в Океан, город Владивосток. Сегодня группа вылетает в составе 70 человек, в том числе 19 человек из села Бескёль Горного района. Мы знаем, что недавно президент страны дал поручение об организации выезда детей нашей республики за пределы республики Саха-Якутия в детские центры, которые подведомственны Министерству просвещения Российской Федерации. Данная задача выполнена. Мы искренне благодарны нашему главе Илдархану Арсению Сергеевичу Николаеву за предоставленную возможность организации отдыха наших детей. Дети из районов, пострадавших от лесных пожаров, сейчас находятся в Приморском крае. Их уже разместили во Всероссийском детском центре «Океан». Детей сопровождает 4 педагога из Горного и Хангаласского районов. В новой обстановке ребята чувствуют себя комфортно. Дыхательная гимнастика, лечебная физкультура и массаж. Пожилые люди, пострадавшие во время лесного пожара в селе Бескёль Горного района, проходят курс реабилитации в Республиканском центре инвалидов и ветеранов в Якутске. Туда накануне поступили ветераны из села Таастах Намского района. В центре созданы все условия для снятия стрессового состояния и улучшения общего здоровья. По советам инструкторов, пожилые пациенты выполняют упражнения на специальных тренажерах. Некоторым рекомендуют
рекомендованы курсы физиотерапии и посещение массажной комнаты. В реабилитационном центре организовано 4-разовое питание, а пациентам с сахарным диабетом назначается отдельное меню. Работники центра стараются помочь во всем. Так они всем коллективам собрали средства в сумме 150 тысяч и сегодня передали 6 пожилым пациентам, которые остались ни с чем во время природного бедствия. При поступлении пациенты находились в шоковом состоянии. В данное время после оказания психологической помощи у них динамика изменилась, стабилизировалась. Проводится медицинская реабилитация, ЛФК, массаж, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура и галанотерапия. Наша главная цель – оказать полноценную медицинскую реабилитацию всем пожилым гражданам Горного и Намского улуса. В Якутии впервые за последние месяцы наблюдается сокращение количества действующих лесных пожаров. По сравнению с июлем количество пожаров снизилось в 3 раза. Прямой угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Об этом сегодня на очередном заседании Республиканского оперштаба сообщил глава региона Айсен Николаев. Чрезвычайно высокий 5-й класс пожароопасности сохраняется в Амгинском, Алданском, Тампонском и Усть-Майском районах. Высокий 4-й класс в Ивено-Батантайском районе. После прошедших осадков в Верхоянском районе класс пожароопасности снизился с 4 на 1. За прошедшие сутки в республике ликвидировано 28 лесных пожаров на общей площади 1 миллион 350 тысяч гектаров. Также силами и средствами порядка 3000 человек и 453 единиц техники локализовано 14 пожаров, которые занимают 500 000 гектаров. Об этом сегодня в ходе утреннего брифинга сообщил первый заместитель председательства правительства республики Дмитрий Садовников. Меры по тушению лесных пожаров принимаются на территории 14 районов. В Хангаласском 6, Горном 5, Кобяйском и Усть-Майском улусах по 4, в Вилюйском 3, в Мирном, Намском и Татинском районах по 2, а также в Нюрбинском, Тампонском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по 1 пожару. На лесных пожарах и мониторинга обстановки, передислокации, по поливу воды привлекались 17 воздушных судов, совершено 17 вылетов, произведено 80 сливов воды. Это составило 546 тонн воды. В передислокации участвовало 85 человек. Пожар, угрожающий населенным пунктам и объектам экономики, отсутствует. В Хангаласском районе продолжается строительство и ремонт объектов здравоохранения. До конца года должны ввести в строй новые здания врачебной амбулатории в селе Улахан-Ан и отделение скорой медицинской помощи в городе Покровск. Также стартовал долгожданный капитальный ремонт Махсагалокской больницы. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Махсагалокское отделение Хангаласской центральной районной больницы состоит из нескольких зданий. Основной корпус, инфекционный стационар, детская консультация, морг и гараж. Капитальный ремонт будет проведен в основном корпусе. Для этого в бюджете республики предусмотрели более 50 миллионов рублей. Половину этой суммы выделили в этом году. Оставшаяся часть будет перечислена частями в следующие 2 года. В этом году у нас начинается ремонт кровли, он уже начат. И также следующим этапом будет ремонт инженерных коммуникаций. В этом году должны завершить? В этом году, это будет у нас отопление, канализация, водопроводные эти системы. Работы по монтажу кровли основного здания стартовали 12 августа и продлятся до конца сентября. Мы сейчас ложим блоки для установки стропил. Стропилы будем ложить, и сверху будет этим черепицей. Тем временем в городе Покровске завершается капитальный ремонт здания детской консультации. Капитальный ремонт в себя включал ремонт полов, замена дверей, отделочные работы внутри помещений. Мы там установили в ряде помещений теплые полы, систему теплых полов. Да. До конца этого года будут возведены новые здания врачебной амбулатории в селе Улаханан и отделение скорой медицинской помощи в городе Покровске. Строительство стало возможным благодаря заключенным договорам финансовой аренды, лизинга, платежи по которым будут перечисляться из средств обязательного медицинского страхования.
И впервые вот в Улусе мы заключили договоры финансовой аренды, разместили аукционы. То есть эти объекты буквально как аналогичные ипотеки. Мы будем рассчитываться за них ежемесячно в течение 3 лет. Оба объекта будут модульными. В Улаханане уже подготовили землю под новую врачебную амбулаторию. Ее площадь составит 158 квадратных метров. Отделение скорой медпомощи в городе Покровске разместят на территории стационара перед кабинетом компьютерной томографии. Здание построят площадью около 200 квадратных метров. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Большая часть сельхозорганизаций и крестьянских фермерских хозяйств в Якутии приняли участие в сельскохозяйственной микропереписи, проходящей в эти дни по всей стране. По данным органов статистики, в Якутии свои данные предоставили 87% сельхозорганизаций, 80% крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в выборочном обследовании сведения собраны у 72% граждан, имеющих личное подсобное хозяйство. До конца августа предстоит собрать данные у оставшихся хозяйств. Сельскохозяйственная микроперепись, впервые проводимая в России, способ зафиксировать перемены, происходящие в аграрном секторе за последние 5 лет. Конечно, жизнь развивается, все меняется и так далее, да, и поэтому вот как бы уже понять на сегодняшний день, какова структура сельского хозяйства, сельхозпроизводителей, основные показатели по категориям узнать, фактические данные. Вот для этого и проводится микроперепись. Бронзовый призер первенства мира по вольной борьбе среди юниоров Станислав Свинобоев вернулся на родину. Напомним, воспитанник якутской школы борьбы занял призовое 3-е место по вольной борьбе среди юниоров в Уфе. Уроженец села Тумул Мегино-Кангаласского района более чем уверенно победил соперника из Швеции Кевина Маката-Стрём со счетом 12-1 в весовой категории до 70 килограмм. Таким образом, спустя 12 лет якутский вольник принес в копилку медаль юниорского первенства мира. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.